Ситуация на дорогах Абхазии остается сложной. Практически каждый день случаются дорожно-транспортные происшествия, где, к сожалению, не обходится без жертв. Основными причинами ДТП остаются управление транспортным средством в состоянии алкогольного и иного опьянения, превышение установленного ограничения скорости движения, грубое нарушение правил обгона и маневрирования. По данным МВД, за 2022 год совершено 214 ДТП, за аналогичный период 2021 года – 180. На дорогах погибли в прошлом году 64 человека, а в 2021 году 42 человека. Всего за 2022 год было выявлено более 84 тысяч нарушений правил дорожного движения. Сумма взысканных штрафов составила более 71 миллиона рублей. Наблюдается рост погибших дорожно-транспортных происшествий, рост дорожно-транспортных происшествий в целом и получивших различные телесные повреждения. Анализ показывает, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий совершено лицами в возрасте от 20 до 30 лет. На их долю приходится практически 53% из всех дорожно-транспортных происшествий. Данная тенденция отмечалась и за аналогичный период прошлого года. Количество транспортных средств, состоящих на учете, более 70 тысяч. И ежегодно эта цифра увеличивается. Штатная численность ГАИ на сегодняшний день составляет 279 человек. И нагрузка на сотрудников очень большая. Есть проблемы технического обеспечения. Так, на сегодняшний день вдоль республиканской автотрассы из 9 имеющихся камер фото- и видеофиксации работает только 2. Я просто вспоминаю, как этот период автоматизации происходил в таких, я в Москве проживал, в больших городах, да. Сперва было тоже общее большое сопротивление населения, там пытались как-то избежать попадания под камер, придумывали разного рода там инженерные решения и так далее. Но в результате стереотипы изменились. То есть потихоньку люди приняли уже как это должное и стали ездить более. Нам тоже это надо пережить процедуру. И в этой связи мы пытаемся найти решение в следующем. Камеры бэушные, у них там есть ресурс, они их, списывают. Но она достаточно работоспособная, и она имеет там свои гарантии при определенном подходе правильном. Можно их купить в пределах от 250 тысяч до 300-350 тысяч, в зависимости от его состояния. Наверное, где-то я буду об этом говорить и хотел бы поддержку получить, что, наверное, мы таким путем пойдем, потому что нас не хватит по 2,5 миллиона покупать. И тем более, еще вам скажу, стабильный свет. Я камеру поставил, я к нему должен ресанту поставить и так далее, и так далее. Мы с этим сталкиваемся. На встрече также говорилось о необходимости обязательного растонирования передних и лобовых стекол автомобилей для минимизирования ДТП. И, конечно же, необходимости пристегиваться как водителю, так и пассажирам. Вальтер Будва также сообщил, что у автошкол, в которых процент сдавших экзамен на получение водительских прав ниже 60%, будут отзывать лицензию на обучение. Министр отметил, что данное постановление уже издано. Членов Общественной палаты интересовало, какие, по мнению министра, необходимо предпринять меры для сокращения ДТП. Что мы можем сделать сегодня из того, что мы имеем? Да? У нас мы все основные причины ДТП со смертельным исходом мы уже определили. Они ясны, для нас всех понятны. Теперь нам скорость в основном. И если научно говорить, это обеспечить реагирование человека на обстановку на дороге. Теперь что мы можем для этого сделать? В первую очередь, чтобы сбить скоростной режим на дороге, сбить его ниже, сделать приемлемым для нас. Для этого нужно просто автоматизация, это установление камер, безусловно. Нет альтернативы, это уже и мировая практика показала. В этом направлении мы уже предпринимаем шаги, как вам известно. Вторая проблема – это пьянка. Пьянка – это непосредственно человеческий фактор, никакая камера не определить. Тут, наверное, нужно нам усилить нашу работу, усилить в том числе и общественную. Это как само собой. Да. Само собой. И третья проблема, тут мелочей нет. Что мы можем сделать? Можем же мы действительно такой посыл послать и требования ужесточить, это в части обязать всех пристегиваться ремнями безопасности. Мы собираемся и штрафы, но убежден, что одними штрафами такие проблемы не решаются.
Члены общественной палаты также высказывали свое мнение по поводу решения ситуации с ДТП. Сократ Джинджули считает, что во всех случаях должен действовать основной принцип неотвратимости наказания. Мы должны помнить основной принцип неотвратимости наказания. Знаете, это и в уголовном, праве, это и в административном, везде, где хотите, так сказать. Самое главное, в государстве, во всех структурах, везде и всюду должен действовать этот принцип. Вот там, где наказывают, мы же стараемся как-то не нарушать. За границей. Где-то мы ведем себя по-другому, так сказать, а у себя все позволено. Сегодня все набросились, извиняюсь за это слово, на милицию. Ничего она не решит одна. Первый вице-премьер Беслан Джопу отметил тот факт, что зачастую в нашем обществе люди приобретают автомобили, которые не в состоянии обслуживать. Приобретая высокоскоростные машины, не всегда можем обеспечить их необходимым техосмотром или обслуживанием. Это касается и резины, к которой мы не обращаем внимания. У нас уже 38% автомобилей с правосторонним движением, это имеется в виду легковые машины, имеется в употреблении наших граждан. А участники ДТП, вот если вы, по вашим данным, более 50% именно являются эти машины. Члены общественной палаты и представители правоохранительных органов пришли к мнению, что ситуация с ДТП является не только ответственностью МВД, но и самих участников дорожного движения. Поэтому необходима совместная работа ответственных структур и общественных институтов. Альга Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.